Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как суд избирал меру пресечения начальнику исправительной колонии номер 2. Потребовал от Андреева систематически передавать ему в качестве взятки продукты питания ежемесячно в пределах 30 тысяч рублей, а в общей сумме 210 тысяч рублей. Мужчину обвиняют в нескольких эпизодах получения взятки. Расскажем, как на улице Павлюхина трактор сбил девушку, переходящую дорогу, по всем правилам. И задержание водителя с признаками опьянения и поддельными правами. Это и не только. Прямо сейчас. На 2 месяца под домашний арест отправил Приволжский районный суд 52-летнего начальника 2-й исправительной колонии. Марата Сайфудинова задержали 2 дня назад. Накануне предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, показания против него дал один из осужденных, отбывавших наказание в этом учреждении. Он рассказал, что за условно-досрочное освобождение с него требовали продукты, технику, отремонтировать автомобиль обвиняемого и даже тюльпаны сотрудницам колонии. По данным следствия, всего заключенный передал обвиняемому ценности больше, чем на 400 тысяч рублей. Ему обеспечили комфортное проживание в колонии, но по УДО так и не выпустили. Марат Сайфудинов – один из старожилов уголовно-исполнительной системы республики. С 2010 по 2013 возглавлял Казанскую колонию номер 18. Следующие 3 года трудился начальником лечебно-исправительного учреждения, где отбывали наказание люди, больные туберкулезом. Затем стал начальником 4-й исправительной колонии. А в марте 2018 года занял кресло начальника столичной колонии номер 2. Он не прячет лицо от камер и, зайдя в зал судебного заседания на вопросы журналистов, ответил, но очень коротко. Говорят, вы частично все-таки признали вину. Правда ли это или нет? А в чем признаете вину? Его задержали 15 января. Через день предъявили обвинение сразу по 5 эпизодам. Статья 1 – получение взятки. Тяжесть в каждом случае, по мнению следователей, разная. Сразу после начала судебного процесса адвокат ходатайствовал о приобщении к материалам дела заявления сожительницы обвиняемого. Она написала, что не против того, чтобы гражданский супруг был под домашним арестом и жил в ее квартире. К слову, у них есть несовершеннолетний ребенок, которому сейчас 8 лет. После этого следователь по особо важным делам стал зачитывать свое ходатайство. Потребовал от Андреева систематически передавать ему в качестве взятки продукты питания ежемесячно в пределах 30 тысяч рублей, а в общей сумме 210 тысяч рублей. Следователи уверены, такие требования обвиняемый выдвигал с 2020 по 2023 год осужденному за облегчение режима содержания в исправительной колонии и условно-досрочное освобождение. Об этом заявил сам заключенный. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки с вымогательством в особо крупном размере». Согласно уголовному делу, в июне 2021 года он снова обратился к тому же заключенному и потребовал купить телевизор и музыкальный центр на общую сумму 16 тысяч рублей. Через своих родных и близких осужденный договорился и об этом. В марте 2022 он потребовал купить 200 тюльпанов, чтобы порадовать дам в коллективе. Еще через 2 месяца отремонтировать свой автомобиль. Следователи уверены, 200 тюльпанов знакомые заключенного приобрели за 50 тысяч рублей. Ремонт BMW, который принадлежит Марату Сайфудинову, обошелся осужденному в 70 тысяч рублей. В 2023 году обвиняемый стал требовать кур на сумму 50 тысяч рублей. Их также купили и передали ему. Условия содержания заключенному сменили. В камере поставили телевизор, был у него и мобильный телефон. Того же осужденного не раз задерживали в состоянии наркотического опьянения. Об этом на допросах говорили и другие заключенные. Однако в личное дело осужденного это не заносилось. Когда мужчину перевели в другую колонию и условия стали как у всех, он обиделся и донес на начальника предыдущий. Считал, что перевод был как раз при его участии. Следователь просил отправить обвиняемого на 2 месяца в следственный изолятор. Прокурор ходатайство поддержала, а адвокат и сам Марат Сайфудинов просили более мягкую меру пресечения. Вы свою причастность к преступлению признаете? Так, и ваше мнение по ходатайству следователя? Ходатайство о чем бы смягчить условия того, что у меня есть. Мой подзащитный ранее к уголовной ответственности не привлекался по месту жительства, работа характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства на территории города Казани, имеет на рождении малолетний ребенок, а также неоднократно был награжден медалью за службу. К слову, с должности его не снимали, и официально он все еще действующий начальник исправительной колонии номер 2. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Мнязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112.
Водитель трактора «Беларус» снежным отвалом сбил 30-летнюю девушку, которая переходила улицу Павлюхина по всем правилам, по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. 26-летний молодой человек, управлявший спецтехникой, сразу же нажал на тормоза, и трактор остановился практически мгновенно. Скорость была небольшая. Сразу после наезда она упала на асфальт и жаловалась на боли в спине и ногах. Не заметили, что ли? Водитель трактора не стал отрицать, что вина в произошедшем лежит на нем. Девушка переходила улицу Павлюхина по пешеходному переходу. Она не дошла даже до середины дороги. От края проезжей части смогла пройти не больше 3 метров, как ее снес снежный отвал трактора. Не заметили, на красный шел? Автоинспекторы установили, что пешеход стала переходить дорогу действительно на зеленый сигнал светофора. Водитель трактора двигался со стороны улицы Вишневского и поворачивал налево, на Павлюхина. Когда подъехал к этому месту, ему уже горел красный. Сбив девушку, 26-летний молодой человек, управлявший спецтехникой, сразу же нажал на тормоза, и трактор остановился практически мгновенно. Скорость была небольшая. Пострадавшая упала на асфальт и жаловалась на боли в спине и ногах. Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели ее на месте и приняли решение о госпитализации. Из больницы после оказания помощи ее вскоре отпустили. В госпитализации девушка не нуждалась. Вероника Гайнутдинова, Дарья Кореева. Вызов 112. Уголовное дело сразу по 2 статьям возбудили на 36-летнего водителя автомобиля Nissan, остановленного автоинспекторами вечером на улице Дзержинского в Казани. Причиной остановки послужили нечитаемые номера. Когда грязь с них молодой человек смахнул, стало ясно, что последний раз автомобиль был зарегистрирован в Кировской области и с учета уже снят. Договор купли-продажи есть, но покупателем там значится не водитель иномарки. Сам он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки, а сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Ему предложили сделать экспресс-тест на наличие спиртного в организме и пройти медицинское освидетельствование в больнице. Но от всего этого мужчина отказался. Выяснилось, что водительских прав его лишили за отказ от освидетельствования в 2020 году. Срок лишения прошел, он даже сдал экзамены, чтобы вернуть удостоверение. Но наложенный штраф не оплатил и, как сознался, просто купил фальшивые права, по которым и ездил. Сейчас ему предстоит ответить за использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Закон предусматривает лишение свободы до 1 года. Вторая статья, которую ему вменяют, это рецидив вождения в нетрезвом виде. За это Уголовный кодекс предполагает штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. Желание сильно нетрезвой 45-летней автоледи покататься за рулем Рено обернулось для нее проблемами. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку на улице Юбилейная, и у женщины-водителя сразу обнаружили признаки опьянения. Ей предложили пройти экспресс-тест на наличие спиртного в организме. Алкотестер подозрения инспекторов только подтвердил. Сейчас женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Hyundai Solaris и Toyota Camry столкнулись на перекрестке улиц Восстания и Бакалейна. Удар был сильный, оба автомобиля после аварии были не на ходу. Люди в аварии не пострадали, и водители после долгого обсуждения решили случившееся как ДТП не оформлять. Мы сами порычали. Не хотим, чтобы гаишники там просто вышли. Сотрудников автоинспекции водители не вызывали. О причинах такого решения не хотели распространяться. Не надо ничего, нормально все. Сейчас все решим и уедем спокойно. В экстренные службы о происшествии сообщила электроника. Сигнал об аварии поступил по системе Эра ГЛОНАСС, установленной в Hyundai. Водитель Toyota сообщил, он двигался со стороны Горьковского шоссе на зеленый сигнал светофора, когда перед ним появился автомобиль. Я на зеленый, он на красный. Я ушел, меня развернуло. Водитель Hyundai не отрицает. На перекрестке с улицей Бакалейная хотел развернуться, и в этот момент в правую переднюю часть автомобиля врезалась Toyota. Скорость не такой, что большой. Претензий друг к другу водители не имели. О возмещении ущерба без участия страховых компаний договорились на месте, а к случившемуся отнеслись философски. Все хорошо. Просто дорога бывает. Рамиль Шайдулин, Дарья Кореева. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.